Река Катунь. Сейчас едет Мирослав с Володей. Подъем такой весь грязевой был. Для первого раза нормально? На третий не шел, я на вторую переключил. Какой вид, а? Друзья, какой вид? Какой экспириенс? Идем на водопад. Местная достопримечательность. Вот так вот. Ух, ё. Красота. О, Алтай. Так, что это на дереве? Какая-то ягода. Вон там ребята, очень популярный маршрут, но народу не так уж много, наверное, потому что сегодня понедельник. С бревном, конечно, вы нас удивили. С двойным бревном. Не ожидали прям на повороте. Так хорошо шли. Мы с кентом завалились там.
Офигеть, устали все. Блин, мы еще не обедали даже с миром. Мне очень понравилось. Я не знал, что во мне таятся такие навыки. Как сказал Володя, мне сама моя бабка прописала заниматься хардендуро, уточнив перед этим, есть ли у меня опыт велосипеда, там, горного велосипеда. Я говорю, да. Оно и видно, мол. Сейчас идем в душ. Время, короче, все это длилось 3 часа. Время, наверное, уже около 4-5. Сейчас помоемся и пойдем в город, наверное, перекусим. Новостей из Новосибирска пока что нет. Мы не знаем, что там с вилкой. Не с вилкой, а с амортизатором. Но ждем ответа. Ждем ответа. Если сегодня они посмотрят, починят, если ночью ее отправят, то мы могли бы завтра уже выехать. Но не будем забегать вперед. Будем лишь надеяться, что все у них получится. 5 августа. Ну вы поняли. После целого дня эндуро, ну не целого дня, после обеда, мы решили логическим завершением этого дня сделать поход в баню. И вот я нахожусь сейчас в этой бане в поселке Манжарок. Баня по спецзаказу. Мы взяли ее, сняли на 2 часа. Офигенное убранство. Здесь мир уже вовсю отдыхает. Печка офигенная. Прям на дровах, там внутри видно. Котел. Булькает все. Сколько здесь? Да, и все. 82 градуса, да. Температура очень быстро падает, если дверь открыть. Уф, ладно. Там у нас пиво в коридоре. Сейчас будем расслабляться, отдыхать. Вот оно, пиво местное, не местное, не знаю, баварское. Очень вкусное, вчера его пробовал, мир. Посмотрите, как классно, все четко сделано. Там простынки, там кружки. Посмотрите на эти тазики, на всю эту атрибутику. Здесь у них туалет, здесь моечная. Блин, вообще, хочу такую баню. За благополучное завершение этого путешествия. Мир. Четвертое, 5, 6, 7 августа. Мы до сих пор в Манжароке. Все потому, что ребята в Новосибирске не смогли разобрать мой амортизатор, и им пришлось фабриковать ключ для снятия всей станции. Сегодня нам дадут ответ. Они должны разобрать его, найти сальник, запрессовать, накачать и отправить. Это в лучшем случае. А так, в худшем случае сальника может оказаться не быть, и за ним они могут отправить гонца аж в Санкт-Петербург. Но мы не можем столько времени ждать, поэтому на запасе я держу второй вариант. Это доставить отправку моего старого амортизатора из Алматы в Манжарок. Он у меня потел, но не тек, и он был рабочим, когда его меняли по гарантии. Мирослав копается в своем мотике, что-то там вертит. Ну, как бы уже притомились. В понедельник вы видели, мы гоняли на Красачах. Вчера, во вторник, мы сплавлялись по реке Катунь. Потом приехали друзья из Алматы, Мирослава. С ними зависали, ужинали, гуляли. Вот. Сегодня среда, начало дня. Тоже думаем себя чем занять. Очень ответственный день. Либо да, либо нет сегодня будет. И все. 4-й день. Четверг. Мы до сих пор здесь. Вчера выяснили, что мой старый амортизатор просто располовинился. Все внутренние запчасти там просто перемололо. Поэтому я попросил своего соседа в Алматы заехать ко мне домой, взять мой старый амортизатор, который мне меняли на мотоцикле по гарантии на 5000 километрах. Он только начинал потеть. Я думаю, что там жизни в нем еще есть. Он залез, взял амортизатор, отвез к другу Мирослава.
в район аэропорта. Тот отправил через самолет, отправил в Новосибирск. Сегодня утром, в четверг, амортизатор мой старый прилетел в Новосибирск. Теперь его должны отправить через таксиста Роми, человеку, который перебирает мой амортизатор. Он находится в городе Бердск. Получив мой старый амортизатор, он его устанавливает в пружину, в старую станцию, и отправляет к нам ее сюда, в Манжерок, с помощью Блаблакара. Сервис такой есть у них в России. Ну, при самом лучшем раскладе, ближе к вечеру или вечером, мы его получим. Как только, так сразу. Но пока мы уже даже не знаем, что здесь еще можно поделать. Мы выжали все соки из этого поселка. Может, сейчас в лес сходим по грибы. Вот так. Пока ждем, Аморик решили сегодня полазить по горам. О, вот какой вид. Это место называется холодильник. Там Катунь поворачивает налево. За счет сильного течения вот здесь вода скапливается. И как нам сказал местный гид, сюда бывает сбивается все, что неправильно течет по воде. Личные вещи. Там даже бывает находят трупы людей утонувших. Вот такое вот место. Да, и в этом месте глубина 40 метров. Одно из самых глубоких мест на реке. А так самое глубокое место здесь 70 с чем-то метров. Вот мы карабкаемся вверх. Нам попадались уже дятлы долбящие. Кстати, вчера я простыл. Насморк у меня был. Вообще настроя никакого не было до обеда. Это после обеда мы сгоняли в байк-парк. Поносились на даунхильных велосипедах Скотт. Классно, адреналин мы поймали. Сегодня мне уже лучше, но горло немного пока першит. Я думаю, что иду на поправку. Ну, смотрите, в каком месте мы стоим. Здесь реально раз плюнуть и можно сорваться. Я, конечно, не такой экстремал, чтобы по горам лазить. Но очко жим-жим все-таки. Немного. С погодой очень повезло. И вчера, и сегодня была хорошая погода. Вроде бы завтра дождь обещают. Мой амортизатор уже в Новосибирске. Его забрали таксисты, должны отправить в Бердск. На часах где-то уже 11. Реально, вот хочется верить, что сегодня мы его получим. Мы на самой вершине этого хребта, куда мы карабкались. Очень красиво. Не знаю, как этот вид передаст камера. Но вид отсюда открывается просто сумасшедший. Полазили по горам, пообедали в кафе «Алтай». Всем советую. Тут с едой не очень, но в этом месте прям реально, вот как написано, домашняя кухня, так оно и есть. Очень вкусно. Особенно попробуйте блины и уху. Царская уха. Мирослав зашел в магазин. Доставка амортизатора вроде бы идет своим чередом. У меня что-то голос пропал. Но мы думаем, если завтра выйдем, граница-то не работает на выходных. Надо узнать график. Если работает в субботу, то надо будет завтра топить. Если не работает, то будем еще 3 дня ехать. До понедельника телепаться.